Увлеченные слушатели с интересом участвуют в тренинге, где предполагаются лекции, интерактивное общение и не только. Участники стараются получить как можно больше полезной информации, которую впоследствии смогут применить на практике. Где ручка от чашки? Ручка от чашки. Значит, она должна была подать мне? Да, вот так. Я сама управляю большим персоналом, и линейный персонал – это такая основа сердца отеля, и, конечно же, им нужно образование. Все-таки, когда специалисты передают свой опыт, делятся стандартами, это очень важно. Наша задача сделать все для того, чтобы гость, который приехал к нам единожды, захотел к нам вернуться. И это не может быть задача одного человека, управляющего, например, как я. Да? Это общая задача всего персонала. И мы очень надеемся, что такой проект улучшит нашу работу, и мы улучшим свое гостеприимство. Академия гостеприимства открыта на базе пансионата «Айтар» в Сухуме. Цель проекта – подготовка и переподготовка кадров для гостинично-ресторанного бизнеса, что позволит улучшить качество услуг в этой сфере. И рынок труда сегодня требует все больше и больше кадров, причем кадров линейного персонала, то есть это рабочие профессии. Это горничные, официанты, администраторы, те, которые каждую минуту находятся с гостем. Вот, к сожалению, сегодня что в Абхазии, что в России нет таких учебных заведений, которые готовили бы эти кадры. И, наверное, по аналогии, как и в России, создаются разные образовательные центры. Вот Академия является таким образовательным центром. Преподают в Академии ведущие специалисты с международным опытом в сфере гостеприимства. Помимо теории, для учащихся будут организованы практические занятия на мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих в Абхазии. Мы рассматриваем государственно-частное партнерство. Да, у нас первый проект, он для государственных средств размещения на сегодняшний день. Это благодаря тому, что руководители этих средств размещения понимают, что должно это движение начаться. Вот мы его начали. На сегодняшний день у нас около 50 слушателей. Мы их называем слушатели, потому что это программа дополнительного образования. Это горничные, еще раз официанты, да, повторюсь, администраторы. Есть руководители служб, которые тоже с нами всегда в зале, на наших стажировках. Мы вместе с ними проходим объекты, их предприятия. Например, там общепит, да, или служба приема размещения. Все учимся вместе. Министр туризма Астамур Логуа, посетивший мероприятие, поприветствовал слушателей первого набора, пожелав им удачи и успехов. Самая главная задача, из года в год мы говорим о том, что мы хотим улучшить качество сервиса, привлечь еще больше людей в Абхазию. И для этого нам необходимо каждый день каждому из нас на своем уровне самообразовываться. Я думаю, что такого рода школа, которую академией мы называем, будет как раз способствовать этому. Мы будем стараться сделать программу еще интереснее, насыщеннее. Это только начало. Уверяю вас, в будущем году будет все гораздо масштабнее. Абхазия – страна с весомым турпотоком, поэтому в республике необходимо большое количество профессионально обученных кадров в сфере предоставления туристических услуг. Мы с нашими российскими партнерами, вы знаете, что даже на уровне правительства в дорожной карте по развитию туризма есть такая позиция, что российские коллеги нам готовы помочь. Помочь кем? Помочь преподавателями, которые будут приезжать. И вот в нашей академии, которую мы создаем на базе тургостиницы «Айдар», будут проходить лекции, семинары. Астамур Логуа отметил важность развития сервиса в стране. Он сообщил, что лучшие выпускники первой группы Академии гостеприимства смогут отправиться на прохождение практики в Турцию. Сейчас мы начинаем в первую очередь со своих подведомственных групп. Это тургостиница «Айтар» и курорт Пицунда. Но наши двери для всех открыты, потому что мы работаем на страну. И мы ждем в этой академии представителей малого, среднего бизнеса. Мы поддержим и обучим ваш персонал. Мы говорим уже и с рестораторами, и есть очень много откликов. Рестораторы ждут, когда же они смогут отправить своих сотрудников на повышение квалификации. И очень хочу отметить, что помимо практических занятий, помимо семинаров, которые проходят здесь, и курс лекций, который мы даем, наши друзья-туроператоры, огромное им спасибо за это, они готовы за свой счет отправить эту группу после практических занятий, после курса лекций на практику в Турецкую Республику, в самые лучшие отели, чтобы увидеть, как это происходит наяву в тех курортах, которые себя уже давно зарекомендовали.
Абхазия – страна души, известная красотой своей природы и гостеприимностью, а такие проекты направлены на улучшение качества туристической сферы и привлечению большего количества туристов. Айлита Арутюнян, Рамуканкия, Абхазское телевидение.